Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Намсов водитель переехал 79-летнюю женщину. После ДТП виновник скрылся на автомобиле. Женщина доставлена в Намскую центральную районную больницу с травмами позвоночника. Личность водителя установили благодаря съемке камеры видеонаблюдения, расположенной на здании администрации, возле которого и произошел наезд. Задержали быстро, его нашли по месту жительства. По показаниям виновника ДТП, он не заметил пожилую женщину. Еще одно ДТП произошло прошлой ночью в селе Сунтары. В результате наезда автомобиля от полученных травм 43-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Второй мужчина, 54 лет, в настоящее время находится в коме. Состояние крайне тяжелое. За его жизнь борются врачи в реанимации. 28-летний водитель сбежал с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции по месту жительства в селе Илимнирь. Освидетельствование показало алкогольное опьянение. В объяснительной виновник ДТП написал, что отвлекся на автомагнитолу. Сейчас ведется следствие. Пьяный водитель вез в школу свою дочь и попал в ДТП. Только благодаря ремням безопасности мужчине и девушке удалось избежать летального исхода. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи, осмотрев водителя и 17-летнюю пассажирку, выявила у них различные ушибы. Медики назначили амбулаторное лечение. Проведенное освидетельствование в кабинете врача-нарколога установило, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Причиной аварий и травм становится не только халатное отношение водителей, но и гололед, ушибы, переломы, сотрясения. С приходом весны в разы увеличивается число обращений в травмпункты. О проблемах межсезонья расскажет Светлана Поцелуева. Как с грустной иронией шутит в Уснере, у нас 3 состояния погоды – мороз, грязь и пыль. Но существует и межсезонье. Это когда днем пригревает солнышко и снег подтаивает, а ночью снова замерзает. Ходить по такому обледеневшему тротуару порой даже небезопасно. Нечаянно наступил, скользкая дорога и не смог пройти. Дороги скользкие, по тротуару невозможно ходить. С дорог вся вода стекается на тротуары, никогда не чистится. Тоже меры нужно принимать. Очень скользко. Еще недельку, да? Да, недельку пусть походит, а потом, значит, сможете смело, значит, снимать. Травмы много. В основном это у нас переломы наружной лодыжки, переломы голени и двухлодыжечные переломы. Есть, значит, вывихи плеча. Если центральные улицы с активным движением высыхают довольно быстро, то тротуары, придомовые территории и переулки просто превращаются в каток. Вообще невозможно ходить. Нас по Нере только ползать. Просто с больными еще пожилые люди, с больными ногами, детки, которые, мамы с колясками, маленькие детишки, которые бегут, все падают. Никому никакого дела. Администрация муниципального образования поселка Уснера объявляется двухмесячным по санитарной очистке территории поселка Уснера, где в том числе будут предусмотрены мероприятия по удалению наледей и посыпка мест переходов. Понятно даже школьнику. Скользкие перекрестки нужно подсыпать. Снег на тротуарах нужно убирать вовремя. А если этого не сделали, остается только надеяться, что все поскорее растает. И наступит следующий период – грязь. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Очередной пожар произошел в расселенном ветхом доме по улице Мегина-Кангаласская в городе Алдан. Пострадавших нет, данные уточняются. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте города со ссылкой на пресс-службу МЧС. Напомним, что также накануне в Алдане произошел пожар в торговом центре. Горело неэксплуатируемое здание по улице Слепнева. Еще раньше в Алдане сгорел павильон обуви. Еще один пожар произошел в практически расселенном деревянном многоквартирном доме в Нерюнгаре. Огонь вспыхнул в квартире номер 12 в доме по улице Чурапчинская. Огнем повреждено более 20 квадратных метров жилого помещения. Пострадавших, к счастью, нет. На момент пожара в доме проживали 4 семьи. 2 семьям ключи от новых квартир были выданы ранее, а 2 другие семьи выкупили квартиры на вторичном рынке. Также в администрации добавили, что семьи отказались вселяться в предоставленные квартиры.
При крушении самолета Ил-76 в Алжире погибли 257 человек. На борту упавшего самолета находились 247 военных и 10 членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Самолет вооруженных сил Алжира упал в районе аэропорта Буфарик, провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Как сообщили очевидцы, лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. В Верхнеколымском Улусе кавалеры похитили нарты, чтобы подвести прекрасных дам. В полицию обратился 56-летний мужчина с заявлением о краже. Неизвестный похитил нарты от его снегохода стоимостью 10 тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлены подозреваемые 29-летний и 32-летний местные жители. В тот вечер подозреваемые предались гедонизму и распивали спиртные напитки. После окончания банкета одна из дам попросила ангажировать ее в соседний микрорайон. У джентльменов был снегоход, но чтобы разместить всех пассажиров, необходимы были нарты. Тогда злоумышленники похитили их у соседа, после чего довезли до дома своих подруг. Похищенное изъято, по факту проводится проверка. На этом у меня все. Берегите себя.